Сегодня на заседании фракции Атамекен было очень много, скажем так, критики, да, по поводу в целом реконструкции и по поводу закупки мебели, разные экспозиции. Для начала скажите, пожалуйста, особый интерес вызвал то, что не было тендера, что сразу же выбрали вас через конкурс. Расскажите, пожалуйста, был ли тендер, и если нет, то почему? Хорошо. Так, 11 мая 2017 году мы получаем письмо от Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. Просит вас принять участие в квалификационном отборе претендентов на второй этап капитального ремонта Государственного исторического музея Кыргызской Республики, который состоится 12 мая 2017 года. Кабинет такой-то, такой-то. Вот согласно письма мы подаем документы соответствующие. И по отбору нам присуждается для работы, для капитального ремонта музея строительно-монтажное управление номер 3 при корпорации ЗАТ. А скажите, пожалуйста, сколько было претендентов, какие документы нужно было предоставить, и каждому ли претенденту писали подобные письма? На этот вопрос ответить, по-моему, заказчики. Как я слышал, где-то участвовало 7-8 строительных компаний. Но некоторые из них, которые вот не прошли в ходе процесса ремонта строительных работ, они тоже участвовали на субподряде. Скажите, пожалуйста, когда вы получили подряд и с кем подписывали соглашение, и о какой сумме шла речь? Так, да, договор мы подписываем с заказчиком 15 мая 2017 года, первый договор на 600 миллионов сом. Доп. Соглашение от 31.07 на 90 миллионов 500 тысяч сом. Но третье, последнее дополнительное соглашение мы подписываем 12 сентября 2017 года на сумму 869 миллионов сом. Это вот на второй этап капитального ремонта Государственного исторического музея. А с кем подписываете соглашение? Соглашение подписываем ДЖГС Госстрой. А с чем было связано то, что необходимость дополнительных соглашений? Хорошо, на этот я отвечу так, что проектирование и строительство велась согласно нормам параллельное проектирование и ремонт строительства, поэтому цены в конечном итоге нам не было известно. Параллельно проектируется и следом мы обсчитываем, подаем заказчику, заказчик проверяет и согласно этого подписывается договор. Расскажите, пожалуйста, о появлении немецкой фирмы, да, которая поставляла, насколько я поняла, мебель для исторического музея. Каким образом с ними было составлено соглашение? Тут информация о ходе проведения капитального ремонта, тут пишут заказчики. Тут я прочту. Да, конечно. Для сохранения музейных экспонатов, а также для создания демонстративных композиций и оснащения музея современным оборудованием, соответствующим международным стандартам, правительством Кыргызской Республики была отобрана германская компания Райер, с которой заключен договор о сосмотре. Это мы с ними заключаем. Комиссия отбирает их. Эта компания, как я слышал, они уже 2012 года, когда первые разговоры, первые эти пошли по ремонту капитального строительства музея,
Ну, с тех времен они уже были в курсе, приходили, да, обсчитывали, занимались по, сначала по поставкам, Мгм. а в конце по другим работам. То есть, получается, вы заключаете с ними соглашение только потому, что их уже выбрали. Вам нужно было просто документы подписать. Да. Я правильно понимаю? Да. Ага. Сегодня было очень много претензий по поводу цены. Говорили, что один стул купили за 100 тысяч сомов, а этих 2 лошадей деревянных за 14 тысяч евро каждый. Расскажите, пожалуйста, по каждой такой экспозиции, как устанавливалась цена, и вот эти вот, допустим, лошади, да, и инсталляция из 54, как их назвали депутаты Брёвен, это задумка немецкой стороны, они предоставляли уже готовую экспозицию, или мы ее заказывали? Ну, да, как вы знаете, вот, строительные организации занимаются только согласно своей лицензии своими строительными работами. Мгм. Да. И как она сейчас на ваш вопрос, да, это вот этим занималось Министерство культуры, сотрудники музея, заказчики. Ну, все вот эти оборудования, она в советское время она заключалась поставка заказчика. Мгм. Да. Она вот в ихнюю работу она входила. Коль потом законодательство у нас изменились, и количество, объем, из какого материала должно быть, какая цена должна быть, она ну, продолжительное время она велась вышеуказанных организаций, которые я вам назвал, министерствах, ведомствах, и, включая исторический музей, какое оборудование туда необходимо и какие экспонаты туда должно выставляться. А мы свою работу на 690 миллионов мы свою тендерную заявку давали. На сегодня мы защитились на 528 миллионов сом. Остальные сейчас находятся на проверке. И через СМУ-3 оплачивалось деньги германской стороне, фирмы компании Райер. И приемка велась непосредственно, во-первых, нами. Так, вот тут. Ну, указанная стоимость включает только стоимость оборудования, его изготовление, упаковку и транспортировку, и монтажно-сборочные работы. Только вот фирма Райер должна была делать. Ну, они свою работу на 95%, как мы озвучили, они сделали, 5% пока ожидается. Так. Вкратце по этим, по лошадям. Это вот правильно, если назвать, это выставочный объект, трехразмерная модель. Это вот 2 комплекта стоит по инвойсу, согласно инвойсов, вот 33 258 евро. Но для следующее, вот комплектующая для инсценировки эпос Манас, ну, стволы деревьев, вместе с металлическим креплением, вот этими поставками, оно стоит, согласно инвойсу, 78 634 евро. Даже вот по стульям, сейчас мы
только оттуда пришли, мы не успели посмотреть. Да. Если хотите, мы тоже сейчас вот все Да, можете посмотреть свободно. документы здесь. Да. Вот тоже. Может, ваш помощник посмотрит по стульям. И особый интерес вызывал столик. Помните, в кафетерии? Он стоил 224 тысячи евро, оказывается. Нет, это огульное, это общая стоимость всего. Здесь вот как ранее привел наш директор, Ага. каждый объект это не то, что две лошади, да, вот просто поставили, это трехмерный объект, он включает в себя поставка оттуда, это изготовление там, да, допустим, это все цена все входит в эту цену. Поэтому она стоит 33 тысячи евро, это 2 комплекта. Это не просто лошадь принесли и поставили, как депутаты выражаются, да? Вот. И все есть на это подтверждающие документы, их ГОСТы, их вот эти, наши вот эти государственные таможенные декларации. Вот. Потом 224 тысячи евро, уважаемый депутат, наверное, вводит в заблуждение все время. Это стоимость всего мебели, полностью, в целом, комплекс. А это, что входит в это комплекс? входит туда. Ну, вот эти гардеробные стойки, там еще что-то. Вот этот перечень очень большой. А вы можете зачитать? Вот мебель для фойе, касс музейного магазина, 219 тысяч евро. Мебель для гардероба, 130 тысяч евро. Мебель для входной зоны и кафе, 241 тысяча евро. Мебель для конференц-зала и кинозала, 142 тысячи евро. Это не просто вот стул стоит 100 тысяч сумм, нет. Это нужно комплексно подходить. А как по-вашему, цена, она не была завышена? Ну, насчет цен мы не Ну, можем комментарий давать. как я тоже вот принимал участие в некоторых совещаниях, когда меня вот приглашали, насчет цен была при обсуждении этого вопроса участвовало очень много людей, были там члены комиссии, совместно с многими членами комиссии к этой цене они вот пришли. Начальная цена какая была, не знаю, но как я знаю, я сам в этом совещании участвовал, мы сколько могли с ними, вот, снизили их. А скажите, пожалуйста, вы говорите, что немецкую компанию отбирала специальная комиссия. Кто входил в состав комиссии, когда она была образована? Это заказчик это спрашивает. А то есть вы не спрашиваете, кто что? Нам дают задание. Ну, нас тоже вот выбирают. После выбора мы тоже вот туда пришли, обговорили, заключили с ним контракт. Тоже вот так же, как с нами была беседа, очень долгосрочная, я как знаю, с 2012 года. Вот к этому после 15 мая они дают свою цену. Уже готов. А если я не ошибаюсь, вы только что говорили, что они тоже должны были привезти только оборудование, да, вы сказали, немецкая компания, согласно документам? Да, немецкая компания, да. Вот в этой стоимости, в указанную стоимость, включает только стоимость оборудования, его изготовление, И концепция. упаковку, транспортировку и монтажно-сборочную работу, плюс концепция. Главная концепция, вот они предоставляют концепцию Государственного исторического музея, и к нему потом идет поставка, монтаж оборудования, рекомендации, по другим, программа обеспечения, и вот это входит. По другим документам вот, депутаты тоже вот, оттуда вот, взяли вот, первичные вот, проекты, тоже вот, концепцию они отдельно выделяют, но концепция тоже она входит в эту сумму. По поводу работ, которые провела ваша организация на 690 миллионов сомов, да, вы сказали, если я не ошибаюсь? Да. Расскажите, пожалуйста, что вы конкретно сделали в музее? Ну, на полный капитальный ремонт кровли, на Первое, демонтаж
старого, все полностью, то, что убрали внутри, там, где поперечный сплин. Но на этом объекте, во-первых, работало 18 строительно-монтажных, специальных и прочих организаций, 2 проектного института с кыргызской стороны. Участвовало где-то около 350 рабочих. Общая площадь музея составляет 12 380 квадратов. Там работа велась, полный капитальный ремонт кровли. Это вот основные конструкции, только мы металлические фермы только вот оставляли. Остальное полностью было заменено. Следом где-то процентов 85 демонтажных работ, старых строений, стен и 100% половых покрытий. Так, и где-то вот 50% ступенек на главном входе. И согласно проекта, согласно концепции, была отремонтирована согласно проекта. Ну, 100% была заменена вся трубная разводка, это отопление, канализация, электрика полностью была заменена, включая 2 трансформаторов по 1000 киловатт. Тепловая сеть была заменена, канализационная система, как выше было сказано. И так, полностью окна были заменены. Если раньше помните, начиная со 2-го этажа по последний этаж, было там фальш окна с наружной стороны, а внутри была Клапан кирпичный. И все она по новой концепции все была демонтирована. Вот 2 новых лифта установлены, с двух сторон которых не было. лифты, существующие 2 лифта было заменено на новые. Это грузовые лифты грузоподъемностью 1000 килограмм, 2 лифта. И 2 лифта пассажирских по 650 килограммов было заново сделано. Ну, оконные профиля, там все материалы импортные. Оконные профиля производства Германия, Казахстан, завод Хоффман. Вот Алмата, она называется теплая серия, 200-й профиль. Анодированный под цвет золота. Стекло, производство Россия, Республика Башкортостан, завод Салават Юлаев, толщина остекления стекла. Одна нитка 8 мм, вторая нитка 6 мм. Но он считается энергосберегающим, отражающий солнечные инфракрасные лучи с внутренней стороны, чтобы отражало тепло. Сталинит. Это стекло закаливалось в Астане. Стеклопакеты тоже изготавливались в Астане. Завод «Стекломер». И было завезено сюда. Так, ну, если вот дальше вот сетки для окон, если вот вы там заметили, это сетки для чего? Для излучения лучей от солнечного света. Ячеистые, покрашенные под золото, производство Россия, город Челябинск. По концепции немецких архитекторов, так как тематика была выбрана от золотой маски, поэтому там по концепции
все идет под золото, покраска под золото. Ну, полы, насчет полов. Все полы вот в количестве 5830 квадратов было заменено иранским мрамором. 300 квадратов гранитом мы меняли, стены в подвальном этаже травертин, тоже вот иранская, 950 квадратов метров. Это вот по концепции архитекторов, дизайнеров с немецкой, с нашей страны. Ну, на потолок, речные потолки типа ламели, производство тоже Россия, Челябинск, завод Алга. Она это из оцинкованной стали толщиной 0,6 миллиметров. Ну, если дальше вот интересно еще вот дорогие оборудования, я вам скажу. Вентиляция, отопление кондиционировано. Установлены современнейшие системы вентиляции и кондиционирования, отвечающие международному сертификату Евровент, производство Италия, а также установлены чиллеры с тепловым насосом. Они вот будут обеспечивать холодоснабжение и теплоснабжение при помощи фан-койлов. Ну, разного типа установлены во всех помещениях музея. Регулирование у них зональное. Приточно-вытяжная вентиляция осуществляется через центральные кондиционеры фирмы Daikin, это Япония. Функции подогрева и охлаждения во всех помещениях музея. Так, да. А также в музее было выполнено следующие виды работ. Видеонаблюдение, сервер емкостью памяти 386 терабайт, 276 видеокамер, система оповещения и управления эвакуацией, система контроля доступа, охранная сигнализация, пожарная сигнализация. Электромагнитные ключи для каждого сотрудника, чтобы она будет вести рабочий учет времени, и каждый сотрудник к любому помещению ограничивается доступ. Так. Ну, пожаротушение. Она там выполнена 3 видов. Тонко распыленная вода, это вот экспозиционные залы. Второй вид это газовая для закрытых помещений. И третье аэрозольная, это для пожаротушения лифтовых помещений, зал временной экспозиции. Это все вот производство Россия, Санкт-Петербург и Саратов. И этим видом вот в последнее время в российских музеях тоже вот применяется. Вот пример музей Эрмитаж, вот такой, что я выше вот назвал. Дальше вот мультимедиа. Это вот щит управления освещением. Ну, человек сейчас вот к выключателю он не подходит. 12 тысяч квадратных метров. Оператора с одного места, с пульта, с настройки, он может регулировать. Или, к примеру, доступ к этому выдается вот электрику, он сидя или дома, или находясь где-то, может его вот освещение, все эти там регулировать. Ну, да, мультимедиа что относится? Вот, турникеты, система работ турникетов, информационные стенды, вот кассы, терминалы, тоже электронная система, операторская, щит управления зданием, системой увлажнения. Это вот музей, она оказывается некоторым экспонатам она увлажнение очень необходимо. И интернет Wi-Fi,
любой посетитель, зайдя в музей, он может воспользоваться интернетом. Мощность я уже назвал, 386 терабайт. Он в округе где-то, вокруг музея на расстоянии 150 метров, знающий пароль или выходящий из музея, отдыхающие, которые вот молодежь вокруг музея, вокруг фонтана, они могут воспользоваться этими услугами. А интернет-провайдера они уже выбрали? Да. Кого выбрали? Так, этой информации сейчас у меня нет. Да. Музей, по-моему, выбирал там кого-то, утверждали. Точно. То есть этой информацией владеет руководитель музея? Да. А, простите, можно будет уточнить, вот сейчас вы говорили про мультимедию, это на то, на что вы потратили 410 тысяч евро, 419 тысяч евро. Вот что я вам говорю, она все в этом находится. Ага. Да. Ну, дальше, что я могу еще Да. добавить? Расскажите, пожалуйста, вот про мультимедию еще что-нибудь. Что входило в 419 тысяч евро? Нет, помимо мультимедийное Нет, оборудование у нет. нас 1 миллион. Это Нет, смотрите, вот я сейчас смотрю документы, которые сегодня нам показывали депутаты. И здесь ваши написано документы неправильные. Во-первых, я уже вот вначале подмечал же, депутаты Это вот вводят в по- заблуждение. Я понял ваш вопрос. Мультимедиа. Я сейчас озвучу, да, создание контента для мультимедиа, написано 419 тысяч евро. Что же это такое? Это вот кабельная продукция, программы, туда входят вот турникеты, которые я вам говорил, щит, сам щит управления, вот информационные стенды, вот кассы-терминалы, операторская. Они поставляют совместно с нашими работниками, она совместно устанавливается, монтируется, тестируется, пусконаладка ведется. И наши смежные субподрядные организации взяли всю работу дальше для эксплуатации, для контроля. Дальше они будут его обслуживать. А какие смежные субподрядные организации? Вы часто о них упоминаете? Скажите, пожалуйста, кто? Ну, вентиляция отопления. Это вот компания Кошой Technology, мультимедиа, Итнет компания ОСО, электрики, ОСО Сакалай, лифтовики, ОСО Лифтест, Вентиляция, вентиляция. вентиляция, отопление, кондиционирование, это промвентиляция ОСО. И дальше они вот так идут. А сколько их в целом субподрядных организаций? 18. Ага, хорошо. И тут в том же документе, который сегодня показывали депутаты, ну, здесь говорили, что это неверно, но все-таки на который мы ориентировались, да, написано упаковка для хранения за 50 тысяч евро. Упаковка для хранения чего, не подскажете? Мы сами не знаем. Упаковка. Ну, вот здесь написано. Не, я тоже читаю вот эту Лакипресс, который у вас, да? Вот мы сами смотрим и удивляемся. А кто же, вы не знаете, кто предоставил им эти Не документы? знаем. Ну, я на руках видел, это вот эти бумаги, по-моему, с самой первой или со второй Может, встречи. это то, что который первая встреча, может, который лет 5 тому назад Вот, велись вот эти первая разговоры. вот концепция, когда вот она велась. Да. Но после этого, после первых переговоров, вы вели работу по снижению цен, поэтому цены изменились. Или нет? Ну, которые вот сейчас они говорят. Вот вы сегодня видели документы, да, на руках у депутатов. Есть Ну, покажи. разница? Я свою цену я вам сейчас вот назвал. Вот эта цена, это вот окончательная. Согласно подписанных договоров, полученных материалов. И немного расскажите, пожалуйста, сколько в целом подрядов вы получили за 6 лет? Сегодня говорили, что вы еще занимались строительством ипподрома на Чолпанате. Расскажите, пожалуйста, какие объекты вы еще строили? Можно я приведу первый пример? Это
То, что депутаты приводят, говорят, что там Имарат, KG Group являются крупными компаниями. Нет, я хочу возразить. Дело в том, что соцвнутри имеет 50-летнюю историю своего создания. Почему мы проходим конкурсные отборы? Во-первых, мы имеем материально-техническую базу очень большую. Во-вторых, имеем оборотные средства достаточные. Имеется в виду, нас поддерживают наши партнеры банковские. Затем, и в-третьих, у нас, естественно, большой очень квалификационный отбор, квалификационный состав. На данном конкурсе, вот, например, вот эта папка, то, что я сохранил, вот здесь имеются все сертификаты на наших специалистов. Все технические паспорта на наши вот эти, которые задействованы были, спецтехнику полностью. Вот. Здесь есть письма банков, письма налоговиков о том, что у нас нет задолженностей. Письма наших партнеров, которые непосредственно были задействованы здесь. Здесь везде они указывают. Например, то, что вот по пожарогазотушению, да, например, наш партнер, субподрядчик, он участвовал в таких проектах. Государственный исторический музей Москва, Пушкинский музей Москва, Мариинский театр, музей истории. И, как говорится, в этом отношении мы имеем очень большой опыт. Ну и все-таки возвращаясь к вопросу, да. Сколько подрядов вы получили за 6 лет последних? Я бы хотел еще добавить, не каждая строительная компания возьмется такую работу, во-первых. Во-вторых, имея большой опыт, 50-летний опыт, мы от любой работы никогда не отказывались. И каждый объект, который было нам после выигрыша, после подписания контракта, никакого такого объекта не было срыва ни на один день. Можем этим, мы этим очень гордимся. Так, от вас вопрос вот последние 5-6 лет. Вот если вот с 2017 года, дальше вот если идти, сейчас мы строим многоэтажные жилые дома для сотрудников ГКНБ, МВД, ГСИ. В 2016 году для проведения вторых всемирных игр тоже мы выиграли этот тендер. Мы гордостью до сегодняшнего дня можем сказать, была это, во-первых, проверка нашей организации за короткое время, можем ли вот этот объем работы выполнить. Мы его, как вы все знаете, было очень много интриг, что закончим, не закончим. Мы там сами ночевали, работали вместе с рабочими, вместе с большим коллективом. И вовремя, в срок мы успели и сдали в эксплуатацию. Дальше мы тоже вот строим школы, тоже по бюджету я только сейчас хочу сказать, вот, бюджетные, вот последние вот на 500 ученических мест жил в массиве Алато. Мы вот в 2015 году тоже, это вот незавершенный объект был, тоже по тендеру мы взяли его, завершили, сдали. В регионах школа на 270 ученических мест в Токтагульском районе, село Толу. Тоже вот в 2012 году мы успешно завершили. Она очень далеко находится от районного центра, 80 километров, но дорога через 8
через 5 перевалов они доезжают. Зимой эта дорога закрывается. Но тоже вот ни одна подрядная организация не взяла бы эту школу. Она уникальная еще школа. Очень. И уникально вот на сегодняшний день все учителя во главе с директором школы выкладывают на интернет-сайты, что проводятся любые там мероприятия. Мы тоже этой школой гордимся. Нами было построено очень много жилых домов, заказчиками выступают ДЖГС, Берия в том числе. Так, ты на площади в 2011 году в кратчайшие сроки тоже мы поставили памятник Манаса за 2 месяца, по-моему. После этого в 2013, по-моему, году флагшток, самый большой в республике флагшток, высотой 85 метров, мы установили выше села Ортусой, село, это гора называется Бозбультек, вы, по-моему, прекрасно знаете, это вот очень большой Бозбульт, флагшток, тоже заказчиком выступало правительство. До сегодняшнего, хотел бы отметить, вот до сегодняшнего дня остаток около 2,5 миллиона сом мы еще не дополучили по флагштоку. Вы сказали, что очень много социального жилья, ну, для сотрудников ГКНБ, да, по заказу мэрии строите. Да. Скажите, пожалуйста, когда вы строите эти дома, вы получаете уже целенаправленный заказ или там тоже проходит тендер, и вы его выигрываете? Ну, все проходит через тендер. Мы, штат у нас очень большой, как выше было сказано, автопарк, по-моему, в строительной организации на сегодняшний день. Нет, кажется, нет. У другой компании, по-моему, нет, как у нас. Больше 100 единиц у нас только спецтехники. И коллектив очень большой, поэтому мы вот эти объекты, которые мы осилим, можем осилить, туда участвуем на тендеры. Но все, конечно, все тендеры я не могу участвовать. И всю работу, которая ведется в республике, тоже не в моих силах. И где проходим, там и работаем. У нас, в принципе, как работает. Тендер заканчивается, участвуем в следующем тендере. Не так вот сразу, по 10 тендеров забросались, нет. Мы закончим один тендер, потом идем на другой тендер. Все-таки хочу еще спросить по поводу ипподрома. Сегодня же, ну, вы, наверное, сами слышали, да, говорили, что столько денег потратили на ипподром, а потом спустя год уже потребовались новые деньги и говорили, что просили на ремонт. Как вы думаете, на этой волне могут ли быть начаты проверки по ипподрому и как-то это будет связано с политикой? Ну, так сказать, очень хороший вопрос задали. Вот все государственные объекты без проверок она не обходится. На протяжении долгих учительных лет в последнее время многие строители говорят им: уважаемый господин Миндеев, почему ты в таких объектах участвуешь? Я спрашиваю, почему вы сами не участвуете в знаменитых вот строительных компаниях? Зачем, говорит, нам вот эти мозоли? Зачем это, говорит, нам надо? После каждой проверки, после каждого сдачи в эксплуатацию идет проверка. Вот мы в 2016 году осенью завершили ипподром,
до сегодняшнего дня у нас ведется вот проверка за проверкой. Уже, по-моему, по числам я тоже запутался. 7-я или 8-я проверка идет. Но я сам уверен, что у меня натура такая. Работать, если во благо народа, если не я, то другой должен работать. Поэтому других я тоже вот соратников я знаю, но на таких объектах что-то вот или мне суждено, или как-то вот мне переходит. И вот депутаты уже сегодня говорят, тут какая-то, говорят, есть Серая схема. серая схема, Да. почему смотри. Ну, да. Ну, если другие там будут строить, заниматься, по закону никто никого не отталкивает. Очень много строительных фирм с государством они не хотят, не желают работать, потому что после окончания интриг очень много. Только вот мы можем, так сказать, выполнить те или иные работы. Мы на все вот эти вопросы, включая от гвоздя до какого-то оборудования, мы 100% ответим, объясним, защитимся перед любым проверяющим органом. И все-таки, опять повторю вопрос, так как вы сами сейчас сказали, что очень много проверок, потом уже ипподрому, то ли 7-я, то ли 8-я, да, уже целый год идет. И как вы думаете, и сказали, что очень много политических интриг, из-за чего вот происходят проверки. Как вы думаете, новую проверку из-за таких интриг начнут? Опять-таки по ипподрому. Ну, по ипподрому вот эта работа уже не останавливалась, не закончилась. Она ведется. Когда закончить, я не знаю. У нас все документы имеются. У нас команда профессионалов, всю полностью документацию мы ведем своевременно, так сказать, со всеми нормами, со всеми лабораториями, сертификатами, фото, видео, документами. Все у нас хранится. Мы можем предоставить и проверяющим предоставляем, тоже вот им оказываем помощь. И у меня дополнение можно. Я хотел попросить просто не политизировать этот вопрос, это обычно хозяйственное дело, да? И хотел обратиться к нашим депутатам уважаемым, прежде чем апеллировать что-либо, нужно иметь конкретные данные на руках, да? Вот. Мы еще раз подчеркиваем то, что «Смотри» является крупной организацией, самой крупной. В составе акционерного общества домостроительного комбината «Азат». «Азат» корпорация является большой компанией, не то что в Кыргызстане, а в Центральной Азии является самой большой. Вот. И просьба единственная, не политизировать, и все. По поводу, опять-таки, музея, сегодня фракция приняла решение дать поручение Генпрокуратуре, АКС, ГКНБ провести проверку по реконструкции. Как думаете, конкретно на вашу организацию что-нибудь смогут найти, какие-то нарушения? Нет. Ну, как говорится, если докопаться к столбу, тогда могут. А так, как я раньше сказал, все соответствующие документы, документации, все у нас имеется. Мы покажем, объясним. У меня еще И такой... общественность информацию в конце этой проверки
Заставим это желать. Да. У меня еще такой вопрос. Вы сегодня акцентировали внимание на системе пожаротушения в музее. Простыми словами, сможете рассказать, как работает система? Там вроде бы 3, я так поняла, вида, да? Пожаротушения. Как будет работать система? И эта система, она входит в перечень создания контента мультимедиа? Это тоже туда входит? Я тогда так вам объясню. Вдруг, если какой-то дым, пожар, срабатывает сначала сигнализация, передается вот этот сигнал центральный, который находится в музее, автоматическую диспетчерскую. Там отключается электроэнергия, включаются лампочки, которые вот не питаются от электроэнергии, и при звуковом сопровождении людей выводят на улицу, что случилось пожар, уважаемые посетители, просим быстро покинуть зал. Автоматически вот эти турникеты, они открываются, лифты, вот, которые находятся, они спускаются вниз, отключаются при открытым дверями. Только пожарная охрана могут использовать потом лифт. Специально есть место, где вот будут в режиме ручного обслуживания вот этот лифт будут только вот поднимать или спасать вот эту службу. Сегодня еще директор музея особо акцентировал внимание на системе освещения. Он сказал, что освещение внутри здания меняется в зависимости от освещения снаружи. То есть, если, допустим, там облачно, темно, то освещение внутри становится светлее. Эту работу тоже вы провели? Ну, это оборудование было привезено с германской стороны. Шиномонтаж тоже ихней стороны. А вот монтировалось нашими специалистами. Хорошо. Вы сейчас вот зачитывали документы. Если это не секретные какие-то данные, мы можем их заснять, зафиксировать по проведенным вами работе? Ну, это наши рабочие записки, я не знаю, вас это интересует или нет. Хотя вся информация имеется у заказчиков наших. Ну, чтобы, допустим, вот... Это вот информацию я... Вы можете передать, я здесь сниму просто. Давайте.